Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон прибыл в город Самарканд Республики Узбекистан для участия в заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту города Самарканда главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, встретили премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, хоким Самаркандской области Фазлиддин Умаров и другие высокопоставленные представители правительства Республики Узбекистан. Визит президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в Самарканд начался с посещения гробницы первому президента Республики Узбекистан Исламу Каримову. В этой церемонии главу нашего государства сопровождали высокопоставленные представители Республики Узбекистан. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках участия в саммите глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканде Республики Узбекистан провел встречу с председателем Китайской Народной Республики, уважаемым Си Цзиньпином. Главы государств обсуждали широкий круг вопросов, касающихся двухстороннего и многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Так, в ходе встречи были отмечены интенсивность политического диалога в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и достигнутые за прошедший период большие результаты в деле укрепления отношений дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического партнерства. При этом лидер нации дал высокую оценку беспрецедентному развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, также в области безопасности. Наряду с этим была подтверждена позитивная динамика роста во взаимном товарообороте, который за первое полугодие текущего года увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и в этом контексте речь шла о наличии достаточно большого потенциала для его последующего увеличения, в том числе за счет возможностей аграрного сектора. Была подчеркнута заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах транспорта, коммуникации, промышленности, энергетики, новых технологий в области цифровой экономики и зеленой экономики. При этом особое внимание было уделено реализации конкретных инвестиционных проектов по указанным направлениям. Но и в этом контексте было отмечено привлечение китайской стороны к реализации проекта строительства Рагунской гидроэлектростанции, обновлению производственных мощностей таджикской алюминиевой компании «Талко», а также
как можно скорейшей реализации второго этапа автомобильной дороги Душанбе-Кульма на участке Калайхум-Ванч-Рушан, разработки проекта реконструкции автомобильной дороги Харок-Кульма. Ну и в этой связи президент Таджикистана указал на большие перспективы в сотрудничестве двух стран в секторах металлургии, легкой и пищевой промышленности, а также формировании совместных промышленных парков. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе в связи с развитием ситуации в Афганистане. Председатель Китайской Народной Республики, уважаемый Си Цзиньпинь, заявил, что китайская сторона понимает озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане и связанными с ней региональными проблемами и готова продолжать тесное сотрудничество в сфере безопасности и усиления охраны границы с этой соседней стороной. Китайская сторона также всесторонне подчеркнула свою заинтересованность в расширении практического регионального сотрудничества в рамках механизма Центральная Азия и Китайская Народная Республика. В завершении глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил Си Цзиньпиня посетить Таджикистан с официальным визитом. В рамках встречи глав государств Таджикистана и Китая в присутствии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпиня, были подписаны 3 новых документа о сотрудничестве. Ну и вот эти документы. Это меморандум по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленой экономики между Министерством экономического развития и торговли Таджикистана и Министерством коммерции Китайской Народной Республики. Меморандум по укреплению инвестиционного сотрудничества в направлении цифровой экономики между Министерством экономического развития и торговли Таджикистана и Министерством коммерции Китайской Народной Республики. Ну и дополнительный протокол о реализации проекта строительства частично основных участков второго этапа автомагистрали Душанбе-Кульма. Сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканд, Республики Узбекистан, провел встречу с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Саидом Ибрахимом Раиси. В ходе этой встречи главы двух стран обсудили вопросы, касающиеся отношений многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Президенты выразили удовлетворение позитивными процессами последних лет в отношениях между Таджикистаном и Ираном, в том числе это созидательный политический диалог между двумя странами и положительная динамика товарооборота между двумя государствами, который уже достиг более 116 миллионов долларов в последние 6 месяцев. Ну и при этом стоит отметить, что в 2021 году этот показатель составлял 120 миллионов долларов. Успешное продолжение сотрудничества прежде всего в сферах торговли и экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и коммуникаций, ну и культурно-гуманитарная сфера, конечно, были признаны на благо народов двух стран. В этой связи приоритетное внимание было уделено развитию сотрудничества между частными и государственными секторами, привлечению инвестиций и созданию совместных промышленных предприятий, установлению прямых связей между свободными экономическими зонами и промышленными городами двух стран. При этом глава нашего государства поддержал создание совместной рабочей группы с целью использования транзитных мощностей двух стран и продолжения прямого сотрудничества между областями и городами Таджикистана и Ирана, в том числе путем установления побратимых отношений между ними. Для достижения поставленных целей была подчеркнута необходимость еще большей активизации двухсторонних инструментов, таких как совместная комиссия по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству. Совместный инвестиционный комитет Таджикистана и Ирана, постоянное проведение выставок, товаров и продукции, также встреч предпринимательских кругов двух стран.
Лидер нации, опираясь на общие исторические и культурные ценности наших народов, посчитал важной роль проведения Дней культуры стран на территориях друг друга в ближайшем будущем в деле укрепления культурных связей двух государств. В ходе встречи руководители двух стран обменялись мнениями по важным вопросам региональной и международной повестки дня, ну и в том числе по ситуации в соседнем Афганистане. Сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Самарканд, Республики Узбекистан, в рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества также провел встречу с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбозом Шарифом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся отношений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале поздравил Шахбоза Шарифа с избранием на высокий пост премьер-министра дружественной страны Пакистан, пожелал ему успехов в ответственной государственной деятельности. Наряду с этим лидер нации выразил искреннее сочувствие и соболезнования премьер-министру и всему народу Исламской Республики Пакистан в связи с трагическими разрушительными наводнениями в этой стране. В этой связи премьер-министр Исламской Республики Пакистан от своего имени, от имени братского народа его страны выразил глубокую благодарность Таджикистану за оказанную гуманитарную помощь. В ходе беседы президент страны подчеркнул, что укрепление и расширение дружественных связей и конструктивного сотрудничества с Пакистаном является одним из важных направлений внешней политики Таджикистана. Было отмечено успешное развитие сотрудничества за 30 лет с момента установления дипломатических отношений в политической, экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах и в области безопасности. В рамках сотрудничества в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах расширение реализации проектов, связанных с подключением энергетических и транспортных сетей, в том числе КАСА-1000 и выходом в морские порты Пакистана, было реализовано в интересах обеих стран. С учетом богатого опыта Пакистана была выражена заинтересованность таджикской стороны в создании совместных предприятий по переработке до конечной продукции хлопковолокна, шерсти, кожи, а также мрамора и гранитных камней, производства строительного стекла. Еще большая активизация двухсторонних механизмов взаимодействия, в том числе совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, совместного совета предпринимателей, предпринимательского форума Таджикистана и Пакистана были признаны взаимополезным делом. Основой партнерства двух стран в сфере обеспечения безопасности является прежде всего сотрудничество в направлении борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, другими проявлениями транснациональной организованной преступности и глобальными угрозами. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по важным вопросам региональной и международной повестки дня, особенно по текущей ситуации в Афганистане. Премьер-министр Пакистана пригласил лидера нации посетить Пакистан с официальным визитом. Глава государства также пригласил Шахбоза Шарифа посетить Таджикистан с официальным визитом. Встреча прошла в атмосфере дружбы, взаимопонимания и взаимодоверия. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканд Республики Узбекистан встретился с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы лидер нации поздравил уважаемого Шавката Мирзиёева с успешным председательством Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи главы государств затронули актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Была отмечена высокая динамика двухсторонних отношений в русле стратегического партнерства и союзничества. Дальнейшее продвижение взаимодействия двух стран в этом духе признано отвечающим коренным интересам и чаяниям двух
братских народов. Стороны высоко оценили результаты доверительных переговоров на высшем уровне в рамках недавнего визита президента Таджикистана в Республику Узбекистан. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что планомерная реализация уже достигнутых договоренностей придаст качественно новый импульс взаимодействию сторон во всех аспектах. Приоритетным направлением взаимоотношений между двумя странами названо торгово-экономическое сотрудничество. Была отмечена высокая динамика взаимного товарооборота. Перспективными направлениями сотрудничества были обозначены сферы энергетики, транспорта. Выражено удовлетворение началом реализации проекта по совместному строительству 2 гидроэлектростанций, это на реке Заравшон, функционирование прямых железнодорожных сообщений между столицами 2 государств. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарной составляющей отношений 2 стран. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в наполнении повестки двухсторонних взаимоотношений новым содержанием. К другим темам. Стратегическое партнерство и союзничество являются прочным фундаментом развития взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Так, сегодня в Душанбе на инвестиционном форуме «Таджикистан-Россия» были определены потенциал и перспективы инвестиционного развития и торгово-экономического сотрудничества 2 стран. Все подробности у моей коллеги Шахло Бердыевой. Эффективное взаимодействие приносит существенные результаты. По итогам 2021 года Россия уверенно заняла 1-е место во внешнеторговом обороте Таджикистана. В прошлом году объем торговли составил почти 1 миллиард 400 миллионов долларов США, а за 8 месяцев 2022 года этот объем составил более 908 миллионов американских долларов. Россия и Таджикистан – надежные торгово-инвестиционные партнеры. По словам специалистов, невзирая на внешнее негативное влияние, взаимный товарооборот между двумя странами увеличился. В Таджикистане работают более 300 предприятий с российским участием. Общий объем накопленных инвестиций России в экономику республики составляет 1,6 миллиардов долларов или 16% от общего объема поступивших в страну иностранных капиталовложений. Инвестиционный форум Таджикистана и России объединил более 300 таджикских и российских предпринимателей и инвесторов. Состоялся обмен опытом, расширение сотрудничества в создании совместных предприятий и реализации совместных проектов в приоритетных сферах, поиск новых путей взаимодействия. В ходе переговоров между участниками форума российские и таджикские партнеры выразили заинтересованность в осуществлении планов и проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сферах энергетики, промышленности, транспорта, добычи нефти и газа и других направлениях. С своей стороны, от лица правительства Иванской области хочу поблагодарить уважаемых организаторов Республику Таджикистан за приглашение. Мы рады сегодня здесь присутствовать. Иванская область и Республика Таджикистан – это издавна торговые партнеры. Нас связывает и социальные, экономические, и дружеские связи. Иванская область – это текстильная столица Российской Федерации. Мы производим более 91% хлопчатобумажных тканей. И, конечно же, Республика Таджикистан является ключевым партнером по поставкам хлопкового волокна и пряжи. Мы надеемся, конечно же, на продолжение долгосрочного нашего сотрудничества и очень хотим развивать наши отношения и в других отраслях, в отраслях энергетики, лесопереработки, машиностроения. Напомним, что 8 апреля 2022 года исполнилось ровно 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. За эти годы между двумя государствами было подписано более 300 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений в политической, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. В ходе форума стороны предоставили инвестиционные возможности Таджикистана и России, обсудили новые инициативы и модели инвестиционного сотрудничества. В рамках форума главы отраслевых министерств и ведомств, предприниматели и руководители авторитетных компаний обеих сторон обозначили приоритетные сферы, представляющие интерес. Целью проведения форума является расширение торгово-инвестиционного сотрудничества, а также предоставление инвестиционных возможностей. По итогам форума были подписаны новые документы сотрудничества между торговыми кругами Таджикистана и России.
России в направлении создания совместных предприятий и сферы обслуживания. Несомненно, нынешний инвестиционный форум Таджикистан-Россия придаст серьезный импульс расширению сотрудничества между двумя дружественными странами. Шахло Бердиева, Ахлидин Карим. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Спасибо за внимание.